Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто по вам слезы льет? Кто тоскует, кто скучает? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Просто загадайте на себя. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну ничего себе. Знаете, правильно было бы называть эту отсыпку «Кто локти кусает». Да? Кто локти кусает. Здесь вышел человек, у которого случился разрыв шаблонов. Человек, который очень некрасиво себя повел и очень подленько так с вами поступил. Это какой-то ваш бывший. Причем самый, вот знаете, противный, самый такой козлистый, и о ком вы вообще думать не хотите. Человек имел возможность быть с вами. Человек мог быть с вами самым счастливым. Человек, победитель по жизни, вот и повезло ему, суперприз достался. Такая шикарная женщина обратила на него внимание. А он все профукал. Если не сказать грубо. Ну, в общем, вы поняли. Да, теперь сидит, страдает. Слушайте, он еще и больной какой-то. Слезы льет, сопли на локоть наматывает. О, вот оно прозрение, вот она справедливость. Да, как там, отлились кошки-мышкины слезы. Вот так вот, девочки, вот так вот. Этого мужика вы недавно вспоминали, либо что-то вам о нем напомнило, либо с кем-то вы о нем говорили. Да-да, это именно он. Самый противный, самый упоротый и самый бездушный. Вот кто был в вашей жизни, да, это именно он. Человек с гордо поднятой головой, с таким вот прям типа, да я лучшую себе найду, да я такой крутой, да я 7 звезд во лбу, да ну что тут, это все не мое, ты не такая, это не так, это не то. Да, вот такой перебирашка. Ушел в свободное плавание, как ему казалось, за своей мечтой, но по итогу получил огромную дырку от бублика. Вот что он получил. Сидит сейчас в разорении, абсолютно нездоровый, у кого-то еще и, знаете, бухает по-черному. И вот она реалия жизни. Ах, а как могло бы быть все по-другому? Вы ж ему даны были для того, чтобы счастливым он стал. Вот, да, действительно вытянул золотой этот лотерейный билетик выигрышный. Да, джекпот сорвал, а не понял, а не оценил. Поддался на какие-то соблазны, искушения, типа птица вольная, хочу лечу, хочу прилечу. И все, обидел вас очень сильно. Вот я вижу, какую-то травму вам нанес. Не хочу даже думать, что действительно травму вы от него получили, либо из-за него. Может, даже какой-то переполох из-за него, либо по его вине попали. Что-то было. Было то, чего вы простить вот по сей день не можете. Хотя я вам так скажу, прилично уже времени прошло. А вы по сей день вот о нем думаете, прям это озноб пробегает, дрожь пробегает по вам. Думаете, и как меня угораздило, ой, и как же я на него повелась, ой. Где мои глаза были? Вот так вот, девочки. Я вам больше скажу. Тут мужик, знаете, он хоть и падший ангел, но он что-то замышляет. Замышляет он, девочки, замышляет. Знаете, вот он знает, что вы добренькая, вот он знает, что вы сердечная, он знает, что вы человечек открытый во всех, со всех сторон положительный. И вот думает, вот приду я к ней убогой сиротой, да, приползу к ней на коленях, и она меня простит. Да, она меня простит.
как примет, обогреет, на ноги поставит. Да, вот такие мысли у него. Конечно, он вам не скажет, что он придет за вашей помощью, за любовью. Он какие-то другие вам там истории придумает, вот, чтобы прям пожалобли, да, чтобы вы прям аж дрогнули, сказали: ах ты мой маленький, да, ах ты бедняжечка, сиротинушка, несчастненький. Да, девочки, тут еще хитрость у него водится, причем, я вам скажу, не детская хитрость. Так, еще какая-то женщина стоит, женщина за ним. Женщина на сатану похожа. Вы меня простите, прости Господи, да, но вот прям похожа. И эта женщина, либо он к ней перебежал, либо он с ней какое-то время спутался. И вот эта женщина всю душу с него, вот прям с кровью вырвала. Всю. Она его так, девочки, попользовала. Вот знаете, вот прям живого места от него не оставила. Вот прям все, что могла, с него вот так вот вытрясла, высосала, выгрызла, понимаете, до косточек обглодала. И на помойку. И выбросила, пнула его, да так смачно, что долго летел, кувыркался, да падал. Вот так вот. И я вам так скажу, вот эта женщина, значит, она отомстила за вас, отомстила. Смотрите, руки у вас чистые, она отомстила. Вот как он с вами плохо поступил, так с ним какая-то другая женщина так поступила. Ой, он на нее злится, ой, он на нее во всем винит. Ну, в принципе, да, она виновата. А с другой стороны, ну, тебя ж никто к ней не приклеил, да, ты же сам к ней прибежал, да, ты же сам ее выбрал. Вот, пожалуйста, Когда тебе даешь, вот прям ангелочка тебе на руках, высшие силы дали, что тебе еще надо? Да будь ты счастлив, да скажи спасибо, живи по уму, да, по Божьему велению живи. А нет, хочу приключений, хочу страстей, хочу там чего-то, не знаю сам чего хочу. Ну вот, пожалуйста, берите, кушайте, да не подавитесь. Вот так вот, девочки, рыдает, навзрыд рыдает. У кого-то прям такая отыграется. Бухает и рыдает. А у кого-то отыграется, что на больничке он лежит, да, в больничке находится. И одинокий, обрюзший, обросший, вонючий, никому не нужный, и никто к нему и не приходит, и никто за ним не смотрит. Вот так вот. Да, сейчас я еще на оракуле хочу посмотреть. Ну, планы он, девочки, строит, я вам честно говорю. Есть такая в нем хитрость, есть у него такая идейка. И прийти, приползти и проситься к вам обратно. Ну, то, что он вам нафиг не нужен, он, конечно, так, знаете, не рассматривает, но у него, знаете, достанет ума, может, запросто может. Так, давайте посмотрим, что он будет делать. Ну вот он, страдалец, все, вспоминает. Хочет, чтобы его пожалели. Да, воскресить ваши отношения хочет, вернуться на тепленькое местечко хочет. Врать будет. Сильно врать будет, девочки, сильно. Нет, я не вижу, чтобы он поменялся. Он все за свою шкурку переживает. Вот хочет вернуться к прежней жизни, к прежнему лоску. Да, вот к этому хочет вернуться. Хорошо, что к вам. Да, маску будет носить. Господи, что тут смотреть? Маску будет носить. Знаете, как его жизнь не бьет, не учит, а он чему так и не научился. Как он не умел любить, так он и не научился, к сожалению. Все-таки за свою шкурку. Думаю, ну, я подозревала, я же вижу. Тут прям, знаете, думаю, на всякий случай проверю, да? Да нет, девочки, нет. Вообще, не. Как был самовлюбленный, таким и остался. Любите меня, принимайте меня. Знаете, приползет такой попрошайкой, да, в дом. Простите, извините, можно я у вас тут на крылечке посижу? А как только вы ему кивнете, так он и в кровать вашу залезет, не постесняется. Да нет, девчонки, вообще не вариант. Ну, жизнь его знатно проучила, как говорится, туда ему и дорога. Девочки, будет ползти однозначно. Хочет он свою пятую точку в теплое место пристроить. Именно, знаете, такая приживалка, да, мужчина-приживалка. Вот, а вы его гоните. Гоните так, чтобы неповадно было. Жалеть его не надо. Он бы вас не пожалел. Да и, в принципе, он вас уже не пожалел. Вот, не пожалел. Он пользоваться вами хочет. Так что гоните его с ссаной тряпкой, да подальше. Вот, чтобы больше таких мыслей не возникало.
Он еще за все ответит, девочки. Это еще только цветочки. О, ягодки придут. Когда ягодки придут, вот тогда точно, может, что-то в нем и поменяется. Так, еще тут один человечек вышел. Но этот человечек, я не могу сказать, что любит, но очень вами интересуется, часто о вас думает. С этим человечком у вас какое-то вот, то ли как увиделись вы с этим человечком, да, вот увидел он ваше лицо, вас увидел, то ли, может быть, даже случайное знакомство какое-то вот проходящее произошло. То есть познакомились с человеком, то чуть-чуть поговорили, и все, разошлись и не видитесь. Вот какой-то человек все думает о вас, все вспоминает. Знаете, как даже искать вас порывается, может, уже даже ищет. Ну, вы же все разные, у каждой по-своему отыграется. Может, вы где-то на морюшке отдыхали, либо где-нибудь там в хорошем месте отдыхали, познакомились с каким-то мужчинкой, а он, знаете, так опешил, так испугался, да, не владел собой, не попросил там телефончик, либо как-то вот не случилось, не сложилось, может быть, как-то разминулись вы с ним, ну, по-всякому бывает. И вот он, бедняжечка, сейчас мается вами, вот все думает, вспоминает, знаете, очень ему интересно, а где вы, а как вы, а что у вас в жизни происходит, а думаете ли вы о нем. Очень он бы хотел с вами вот прям разнакомиться, либо как-то вот прям на свидание с вами сходить, узнать вас получше. Прям, знаете, тянете. Вы его тянете и маните. А у кого-то даже отыграется, что вы ему снитесь иногда. Вот снитесь в таких хороших, теплых снах. Да, он прям просыпается, весь аж кайфует, да, от того, что видел во сне. Но я вам так скажу, с вот этим человеком, здесь как две ниточки идет. Одна ниточка говорит, что да, судьба, другая ниточка идет как вот образ, да, он полюбит ваш образ и будет вечно любить ваш образ. Сейчас я вот еще хочу уточнить эту тему. Но вы же все разные, да, у одной так отыграется, у другой по-другому отыграется. У одних из вас точно с этим человеком он вас найдет, а у других, ну вот госпожа Фортуна, конечно. А у других отыграется, что вот прям образ ваш полюбит и будет любить именно ваш образ. Девочки, 2 периода времени показали. Это может быть как 2 недели, так и 2 месяца. Но не больше, чем 2 месяца. И этот мужчина, он вас искать будет. И если это судьба, он вас 100% найдет. Вы видите, какой он вас видит? Воплощение женственности. Вы для него, ну, просто какая-то неземная, космическая. Знаете, вот прям чувствует, что вы с ним чем-то связаны, повязаны. Да, вот прям чувствует, будет искать. Но если судьба, он вас найдет. Если не судьба, то будет любить ваш образ. Вот прям сколько бы ему лет не было отпущено, всегда будет о вас думать, вспоминать и любить именно ваш образ. Да, я люблю образ, я не могу к нему прикоснуться. Такая вот картиночка вышла. Так, что вы еще должны знать? Здесь в отсыпке мне показывают какую-то женщину. Женщину, которая такая, знаете, красивая на лицо, приятная, да, на общение, но очень прогнившая, мерзкая, подлая внутри. Эта женщина то ли обхаживает вас, то ли в подружке вам набивается, то ли уже подружкой вашей стала. Она завидует вам очень сильно. И прям, знаете, как и конкурирует с вами, и завидует. И тут же она вот как-то от вас то ли получить что-то хочет, то ли в зависимости находится, то ли нужны ей вы для чего-то. Знаете, как и приближает, и отталкивает. И любит, и ненавидит. Да? Вот такой момент. Опасная она женщина, опасная. Понимаете, вот продать вас может за недорого. Вот все про вас может рассказать. Вот чем вы там с ней не поделитесь, все расскажет. Нужное, ненужное, важное, неважное, да пофиг, все расскажет. Вот поосторожнее с этой женщиной. Может вам предлагать какую-то свою помощь, может предлагать какие-то услуги, что-то для вас сделать. И знаете, вот что бы она для вас не пыталась сделать, всегда будет не получаться. А не получаться будет по одной причине, что она это делает специально. То есть она вам обещает, говорит, ну я там, кровь из носа, сейчас для тебя все поделаю. А потом говорит, ой, ты знаешь, не получилось. Вот я пыталась, я там делала, пыжилась, тужилась, а вот не получилось. Она врет. Она ничего не делает. Специально вам как пыль в глаза пускает. Пыль в глаза. Вот что-то ей нужно от вас, что-то хочется поиметь. Либо за ваш счет что-то приобрести, как-то может возвыситься даже. Вот есть такое, есть. Она какая-то новенькая.
новенькая. Может быть, не так давно вы с ней там познакомились, подружились. Ну, где-то в пределах года. Да? Вот какая женщина у вас появилась, то ли коллега, то ли соседка, то ли просто какая-то знакомая. Не надо ей доверять. Вообще не надо. И лучше с ней поменьше. И делиться, и общаться, и встречаться. От греха подальше лучше поменьше. Вот это вы должны знать. Так, еще один очень важный момент. Момент какого-то триумфального мероприятия. Момент, где вы должны блистать. Я не знаю, может корпоратив, может быть какой-то день рождения, может быть чья-то свадьба, чьи-то крестины, именины, да что угодно может отыграться, вас куда-то позовут. И вам важно одеться вот прям в самое красивое, в самое яркое, пестрое, привлекательное, завлекательное и блеснуть. Вот это будет ваш триумф. Во-первых, вы кому-то нос утрете, во-вторых, вы кого-то на место поставите, в-третьих, вы получите свое признание, и в-пятых, вы себя настоящую покажете. Вот какое-то мероприятие грядет, где вам нужно себя показать во всей красе, не ударить в грязь лицом. Да, может покажется, зачем мне это, да, я вообще не люблю, я там люблю дома посидеть, не люблю там шум, гам, прочее, да. Пожалуйста, идите, там судьба ваша решится. У кого-то решится в любовной сфере, у кого-то решится в деловой, у третьих, может быть, в какой-то еще сфере решится, но вам туда обязательно нужно идти и идти при параде, во всей красе. Во всей красе. Это будет праздник, триумф для вас. Понимаете? Идите обязательно. Вот поверьте, не пойдете, жалеть будете. Пойдете, вот прям все получите, все случится, судьба поменяется. Очень важное мероприятие, вот именно в судьбоносном значении. Пожалуйста, идите. Так, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.